Начнем передачу нашего сакрального знания. Мы с вами продолжаем беседовать об истории, и я для простоты восприятия сегодня нарисовала одну схему. Дело в том, что об истории можно говорить с двух позиций. Да? Мы довольно долго беседовали о том, что чаще всего игнорируется при рассуждении об истории. Это позиция, что называется, личная история, собственное восприятие, субъективность. Это то, что долго и методично изгонялось из истории как науки. Центральным в этом смысле становится, понятное дело, исторический опыт. Да? Само понятие исторического опыта, мы о нем говорим. Что он собой представляет и почему он действительно так редко становится предметом исследования истории как науки. Мы делали предположение, что исторический опыт является следствием ностальгии, особого состояния, особой настроенности нас на восприятие прошлого. И коренится эта ностальгия в исторической памяти. Историческая память может пониматься как, точнее вообще в памяти, да? Она может пониматься как историческая память, как история дома, как история архив, история как место памяти. И, соответственно, каждому из этих понятий может быть поставлен вопрос, что есть исторический опыт, что такое ностальгия, что такое история, понятая как долг, соответственно, там национальная история, этническая история. Почему сейчас так активно продуцируется история как архив, и попытались с вами в прошлый раз беседовать, рассуждать над вопросом, что такое история как место памяти. Соответственно, что такое место вообще, как оно должно быть организовано и так далее. Я уже не стала рисовать, что к тому человечку тоже может быть поставлен вопрос, что он собой представляет. Это специально организованный субъект, это случайный субъект, то есть эмпирический субъект, или это трансцендентальный субъект. Да? И, соответственно, если мы даже понимаем под этим человечком специально организованного субъекта, то есть ученого, историка, то здесь вот, я рисую, не хватает еще такой серьезной штуки. Что есть взаимоотношения между историком, да, и реальностью. Вот это еще один важнейший круг вопросов, то есть это вот как бы одна плоскость, да, одна, вторая, а это у нас будет третья. Историк и реальность, и вот здесь еще важнейшая штука, это язык. То есть язык, ну или нарратив, да, он передает реальность, просто как бы мы сквозь стекло, сквозь язык, как сквозь стекло воспринимаем реальность, и, соответственно, можем понимать опыт прошлого и восстанавливать, и конструировать прошлое, или язык и есть эта реальность. То есть язык не реконструирует, посредством языка мы не реконструируем прошлое, а конструируем, то есть создаем. Да? То есть, соответственно, тогда прошлое у нас выступает как нарратив. Ну, довольно долго мы об этом беседовали. Есть, вот, собственно, второй подход. Немножко мы пытались о нем говорить и в прошлый раз. Это позиция исходя не из субъекта, а точнее не из единичного субъекта, не из личного опыта, неважно, в данном, кто выступает носителем этого опыта, историк или эмпирический субъект, а с позиции движения и развития общества, то есть больших субъектов. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что есть такое понятие, как всемирная история, достаточно поздно, с одной стороны, как бы появившаяся, с другой стороны, люди довольно рано начали мыслить себя как существа, не только принадлежащие к определенному сообществу, но и как находящиеся в ситуации как бы определенного развития, динамики. И вот как бы я тут набросала наиболее интересных персонажей, которые создавали разные варианты этой самой всемирной истории, их, естественно, гораздо больше. Я тут как бы набросала, во-первых, первооткрыватели, Тюрго, Кондорсе и Гегель. Вопросы, как бы, которые поставил Гегель, они чрезвычайно интересные. И, в общем, практически все, что можно сказать о спекулятивной философии истории, спекулятивной не в смысле там плохой или хороший, да, а в смысле как бы самого подхода. В общем, во многом это все было сформулировано Гегелем, ну и конкретно сегодня нас будет интересовать, так, поскольку Маркс и школа аналов, как предшественников того подхода, который не так часто как бы упоминается, когда мы говорим о всемирной истории, это, собственно, о мирсистемном анализе. Я вам рекомендовала посмотреть, если будет время,
мы знаем, что у нас все носит рекомендательный характер, да, не обязательный, таких граждан глянуть, как Эммануил Воллерстайн, Джованни Ориги, Андре Гунтер Франк и Самир Амин. Это 4 самых известных и основных представителей мира системного анализа. Кто-то что-то о нем вообще в принципе слыхал, знает, ну хотя бы звон там вот. Судя по тишине, нет. Правильно? Что на Википедии было написано? Да, на Википедии не блещет знаниями в области мирсистемного анализа, признаемся сразу. Я тоже туда закосила, ну там оригинальная, прям скажем, статья, ну не в смысле неправильная, но в смысле довольно краткая. Мирсистемный анализ начал складываться в 60-е, 70-е годы. Во многом действительно он связан с деятельностью такого замечательного ученого, я сюда не написала, но у нас есть школа аналогов. Это, естественно, Фернан Бродель. Я его и в прошлый раз уже упоминала, и раньше о нем говорила. Почему, опять же, 60-е, 70-е годы? И в западной историографии, в советской историографии наблюдается определенный кризис концепции. В советской историографии это известнейшая дискуссия об азиатском способе производства. То есть в какой-то момент становится понятно, что Маркс, конечно, гений, никто этого не оспаривает, его концепция истории чрезвычайно интересна, хотя, как бы понятно, в определенной степени завязана на экономический детерминизм, но вместе с тем она объясняет, точнее не объясняет некоторые очень интересные вещи. В частности, развитие там, Азии, Африки, Латинской Америки и так далее. То есть применительно к своему времени, то есть к 19 веку, она работает красиво. Но, как обычно, есть определенные моменты. Ну и вот эта вот дискуссия об азиатском способе производства, потому что если будете в литературе встречать, как бы, почему все так за это зацепились, да? Вот был как бы тот момент, который не очень хорошо вытекал логически из марксовой концепции, и, соответственно, это была та вещь, которую можно было очень продуктивно обсуждать применительно к ходу всемирной истории. То есть, действительно ли она так линейно, логично, поступательно, прогрессистски организована и так далее. Или все-таки существуют еще какие-то варианты, векторы развития, какие-то факторы развития и так далее. Но в западной историографии тоже было не все так гладко и просто. Во-первых, это было связано с развитием истории как позитивистской науки, да, научной истории, и, соответственно, с довольно серьезным кризисом спекулятивной философии истории, то есть построением больших, серьезных концепций, которые призваны были объяснить не только прошлое, но и показать прошлое вообще всего. Ну и такие концепции обычно еще содержали определенную, как бы, определенный предсказательный момент. То есть объяснить не только, как это было в прошлом, но как это будет работать в будущем. И вот школа аналов, одна из первых предложила, ну в лице как бы Броделя, это он меня сегодня интересует, предложила немножко иной фокус рассмотрения истории. Мы много и на нашем курсе, и раньше говорили о том, что основной единицей исторического анализа является национальное государство. Мы с вами говорили о том, что наш, как бы, то, что мы учили в школе, два учебника, да, учебник всемирной истории, учебник история Беларуси. То есть совершенно такой как бы нормальный этатистский подход со стороны как бы, политической истории. Ну и, соответственно, как бы, да, единицей анализа является национальное государство. Неважно, там, Папуа-Новая Гвинея или Беларусь, ну, как бы, определенное территориальное образование с определенной политической системой и так далее, границами и т.п. А вот Бродель предложил в качестве такой единицы анализа использовать регионы. То есть определенные геоэкономические сообщества. Ну, он первоначально исследовал Средиземноморский регион. То есть, заметьте, не историю, там, допустим, Италии, да, не историю Франции как таковую, ну и с поправкой на ветер, там, с креном там, допустим, в экономический обмен между странами Средиземноморского региона, а сам этот регион.
То есть как были выстроены связи между разными городами, каков был торговый баланс и так далее. Ну и в своих как бы, более поздних работах, ну и в самой поздней там, «Грамматика цивилизации» он довольно интересно как раз вот привязывает именно к регионам и к этим созависимостям, показывая, что может быть, то есть мы об истории можем говорить опять же не только с точки зрения государства. То есть история может быть не обязательно национальной. При этом Бродель, ну, кроме своих таких чисто интересных, забавных моментов, то есть кроме попыток проследить, как организован там быт разных народов в разное время, он еще довольно интересное соображение относительно роли рынка и капитализма высказал именно за эти идеи, они чуть подробнее, и во многом зацепился мир-системный анализ, который изначально, ну и на сегодняшний день, наиболее развит, конечно, в Соединенных Штатах. Собственно, тут тоже такая довольно интересная коллизия. Фернан Бродель – это французский историк, очень известный, а центр Фернана Броделя находится в Соединенных Штатах. И наиболее плодотворную рецепцию идеи получили именно в Соединенных Штатах. Ну и наиболее, наверное, важной, интересной фигурой в этом смысле это, конечно, Иммануил Валерстайн, самый известный представитель мирсистемного анализа, часто как бы, им дело и ограничивается. Хотя все вот эти вот 4 граждан, которых я вам называла, они в тесном и плодотворном сотрудничестве создавали теорию мирсистемного анализа, они все между собой были знакомы и находились, в принципе, в дружеских отношениях. В какой-то момент дороги разошлись, но это уже как бы, следствие плодотворных научных дискуссий. Ну, чуть попозже, наверное, там, пару интересных биографических фактов. Тут как бы, что интересно, мир-системный анализ исходит из идеи транснациональности. И если посмотреть на биографию каждого из представителей этого течения, то вы увидите, что как бы, чуть ли не сама биография как бы, к этому подталкивает. То есть Самир Амин франко-египетского происхождения. Джованни Ориги, итальянец, который очень долго, он из потомственной семьи банкиров и очень долго работал в Африке. И первые его работы были посвящены как раз вот тематике колониализма, образованию банковской системы Франции и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, Андре Гундер Франк, тоже у него смешанные там не только скандинавские корни, а сам он прославился как раз-таки работой в Латинской Америке. Ну и Иммануил Валерстайн, нежно любил, я уже в прошлый раз говорила, приезжать на постсоветское пространство, и тут очень много тоже работал. Ну и из такого введения, что полезно знать, что мир-системный анализ – это не особенно отвлеченная спекулятивная теория. Они, ну, по крайней мере, Валерстайн по образованию, по основной деятельности это социолог, и он довольно много привнес в эту интересную дисциплину. Кроме того, в научных консультантах, помощниках и друзьях у Валерстайна были такие довольно мощные историки, как тот же Макнил, Чарльз Тилли и так далее. То есть это нельзя говорить, что это сугубо спекулятивная теория. Ну и после такого предварительного введения давайте чуть подробнее, собственно, о мирсистемном анализе. Итак, собственно, истоки – это марксизм, школа аналов и теория зависимости. Что из марксизма? Какие идеи берет на вооружение мирсистемный анализ? Безусловно, теория социальных конфликтов. Мы знаем, что это одно из базовых положений марксизма, сама идея конфликта, а также идея разделения труда. То есть вот само понятие разделения труда, ну, в мирсистемном анализе это понятно, мирового разделения труда, транснационального разделения труда и так далее, но вот это понятие рынка капитала и разделения труда в мирсистемный анализ пришло именно из марксизма. Из школы аналов эта идея того, что в качестве единицы анализа может выступать геоэкономический, геоэкологический регион. И кроме вот этих вот предтеч и предпосылок, еще также
как бы серьезное дело, серьезное влияние оказал такой известный экономист, исследователь, как Кондратий. То есть если вы возьмете какие-то книжки Броделя, то обязательно увидите там, ну и Броделя, и Валерстайна, увидите понятие кондратьевского цикла. То есть идея того, что капитализм это довольно прихотливо организованная штука, и что капитализм имеет какой-то свой внутренний ритм, что есть определенные циклы, которые, если не то чтобы там позволяют предсказать, каким образом будет развиваться сама система, но показывает как бы саму нелинейность процесса капитализма. Что касается как бы теории зависимости, как тоже такая, как бы одной из, та теория, которая во многом послужила основой мирсистемного анализа, то оттуда заимствуют следующие идеи, ну или он опирается на следующие идеи. Это отказ от рассмотрения национального государства как единицы анализа, отказ от предположения, что существует единый путь развития для всех стран и наций, и также идея того, что существуют определенные транснациональные структуры, которые оказывают непосредственное влияние на развитие, формирование капитализма и вообще мира как такового. Центральным понятием мирсистемного анализа, естественно, является понятие мир-система. Оно так и пишет через дефис мир-система. Это, собственно, изобретение этого подхода, и действительно мир исходит из того, в этом понятии заложено представление о том, что мир всегда, во все времена, представлял собой систему взаимозависимых субъектов, взаимозависимых регионов, территорий, и эта взаимозависимость как раз-таки определяется тем, каким образом устроено разделение труда между этими субъектами. Мир-система определенным образом эволюционировала. То есть изначально как бы, Валерстайн считает, что были на самом, так сказать, низком уровне существования общества, были так называемые мини-системы. Их сменяют мир империи, которые сменяются мир экономиками. Но тут, правда, есть вопрос. Кто-то говорит, что и сам Валерстайн в разных работах вот эту вот последовательность от мира экономики к мир империи указывает по-разному. То есть в разных регионах это могло происходить по-разному. Но, соответственно, в любом случае весь ход развития человечества можно разделить на две большие фазы. Первая – это уровень, так сказать, первобытного сообщества, если брать как бы марксистскую схему, это уровень мини-систем. Он характеризуется, в общем-то, слабой связанностью разных сообществ в разных там геолокациях, да? И, в общем-то, самое главное, что эти сообщества характеризуются взаимообменом. То есть это, в общем-то, достаточно равноправное сообщество, которое на равных участвует в ситуации обмена. А вот следующая фаза – это уже, собственно, то, что называется мир-системой. Валерстайн говорит о том, что существовало много разных мир-систем, которые впоследствии эволюционировали в одну большую мир-экономику. Пока было понятно? Да. Отлично. Тогда введем еще несколько понятий, а потом чуть подробнее пройдемся, как, в общем-то, развивался мир сообразно этому подходу. Кроме понятия мир-системы, которое включает на сегодняшний день в себя, в общем-то, все, что только существует, то есть все сообщества так или иначе вписаны в эту самую мир-систему. То есть национальное государство может быть изолировано от мировой политики. Да? Вот чем как бы плох подход с точки зрения всемирной истории. То есть не очень понятно, каким образом выстроены отношения между странами. Да? То есть страна может находиться в международной изоляции, но при этом участвовать в международной экономике и так далее. А вот понятие мир-системы положило
вот это понятие, положила в основу своей рассмотрения динамики всемирной истории, положила вот этот вот рыночный механизм. И все страны-участницы, все регионы, сообщества можно разделить на три большие группы. То есть за счет чего, собственно, происходит все мировое развитие. Что есть страны-участники ядра, периферии и полупериферии. То есть с того момента, как человечество в какой-то момент начало производить прибавочную стоимость, опять же возвращаемся к Марксу, появилось определенное экономическое неравенство. И это экономическое неравенство ведет к формированию к формированию разных типов сообществ. Передовых или обществ стран ядра, обществ отсталых или обществ периферии, стран периферии и полупериферии. Полупериферия, очевидно, это самое мутное и непроясненное понятие, и, в общем-то, тут вокруг него обычно основные дискуссии разворачиваются. Что здесь иного по сравнению с теорией колониализма? Ведь тоже говорит, что, в общем-то, есть страны-колонизаторы, есть страны колонизуемые и так далее. Ну, во-первых, вот это вот понятие полупериферии, оно действительно так довольно интересно объясняет целый ряд феноменов, которые не объясняет теория колониализма. И еще, собственно, важнейшее центральное отличие заключается в том, что страны ядра эксплуатируют страны периферии не за счет ресурсов. То есть смысл не в том, что есть, допустим, какое-то военное могучее государство, которое может там эксплуатировать, пусть большое, но богатое ресурсом, но не такое воинственное агрессивное государство. Смысл в том, что страны ядра производят максимальную прибавочную стоимость. Возьмите, к примеру, современные Соединенные Штаты. Да? Возьмите такой культовый предмет, нынче предмет потребления, как iPhone. Сколько в нем, собственно, материальной стоимости? Центов, наверное, на 10 от силы. Все остальное это прибавочная стоимость. Та самая работа дизайнеров, программистов, и так далее, и так далее. Соответственно, то есть сколько бы он там, к примеру, сколько он там стоит? $300, да? Из них 290 остается в Соединенных Штатах, и 10 центов уходит в Китай на сборку всего вот этого вот хлама, из которого собирается данный чудо-прибор. И в этом смысле эксплуатируются не сколько материальные ресурсы Китая, где там сборочный цех находится, сколько эксплуатация идет остального мира за счет как раз накручивания вот этой самой, не накручивания, а производства вот этой прибавочной стоимости. Кроме того, страны ядра могут не напрямую эксплуатировать, это тоже очень важный момент, не напрямую эксплуатировать страны периферии. Вспомним опять же... Здесь вопрос. Если мы отталкиваемся от прибавочной стоимости, то почему Китай оказался не в ядре? Китай по прибавочной стоимости не уступает сейчас Соединенным Штатам Америки. Не берусь, Эдуард, Нет, комментировать. начали с прибавочной стоимости. Китай сейчас вторая мировая экономика. Просто центр временно сместился. Нет, это я могу пояснить, почему Китай никак не может быть... Понимаете, Китай не производит новейшие технологии, вот в чем вопрос. Все равно хорошо их заимствуют, какая разница? Прибавочная стоимость, вы говорили о прибавочной, поэтому я и говорю. Нет, так максимальная прибавочная стоимость производится тем, кому принадлежат самые новые технологии. Из них можно выжать максимальную прибавочную стоимость. Экономически я понял. Это просто экономический нонсенс. Прибавочная стоимость это деньги. Деньги в Китае производят даже лучше, чем в Америке. Вопрос... 90% они получают именно Америка за счет своего интеллектуального труда, а все остальное... Америка не получает деньги. Самый большой прибавочный продукт в Америке производится частным сектором в сфере, сейчас скажу, в сфере обслуживания, то есть кафе, рестораны, то есть сфера обслуживания составляет 70% доходов, валового дохода США. То есть у американцев бешеное потребление. Чего американцы, Рейган на этом стоял, как он экономику поднял, он взвинтил американское потребление.
как это ни парадоксально, да, Силиконовая долина работает, но транснациональные корпорации уносят свои технологии и производства, об этом Трамп, его бесит этот момент. Это все То прекрасно. есть, нет, экономически лучше тут, наверное, на ВВП не падать. Причем тут ВВП? Ну, валовый продукт получается, что он не работает. Прибавочный продукт, прибавочная стоимость и валовые продукты совершенно Валовый разные продукт, вещи. прибавочный. Давайте Я понимаю, не согласен, будем что разные. с горохом, ладно. В чем же как бы и фишка, то есть смысл в чем? То есть когда страны ядра выжали из технологии все, что можно, они это спихивают в полупериферию. Все правильно. То есть вся робототехника сейчас действительно может производиться в Чехии, то есть где есть высококвалифицированная рабочая сила, способна в Колумбии, например, очень даже неплохо там. Ой, простите, Колумбия, в Коста-Рике. Это один из таких очень мощных сейчас вот как бы центров полупериферии. Но это не те технологии, которые уже завтрашнего дня. Это не биотехнологии, которые остались в Соединенных Штатах. Это не фармацевтический рынок, куда они не пустят никого и никогда. То есть это не максимально закрытые рынки. То есть как только технология становится доступной и широкой, она спихивается в полупериферию, а производство уходит на периферию. Но как страны ядра эксплуатируют периферию? Опять же, пример с Соединенными Штатами Америки тоже очень наглядный, просто очень красивый. Мы все прекрасно помним, что война севера и юга, гражданская война, да, шла во многом по позиции освобождения негров и т.д. и т.п. И мы знаем, что вот прям картинки бедные негры, собирающие хлопок, и отвратительные южные колонизаторы. Ну, это очень да? утрированно. Ну, Из детской книжки. да, хижина дяди Тома, как она есть, да? И вот если мы берем как бы с позиции, ну, стандартной истории, да, то есть это как бы внутренний конфликт, в общем-то, работающий на их внутреннюю там экономику, политику и так далее. С точки зрения мир-системного анализа ситуация на самом деле совершенно другая. Этот хлопок, который, собственно, производился, во многом шел на нужды Англии. И регулировалось этот конфликт во многом, как что называется, спровоцирован и так далее, как раз влиянием Британской империи. То же самое, если мы посмотрим такие чудесные страны, как Испания и Португалия, которые вывезли из Нового Света просто тонны драгоценных металлов. Мы знаем, что в Европе 16-15 века было довольно тяжелое положение. Европа бедна драгоценными металлами. Монету чеканить, в общем-то, не так есть из чего. Пиренейские рудники довольно быстро обеднели. Ну, серебро, да, которое в Испании добывали. И, соответственно, это довольно серьезно сдерживало европейский экономический рост. Испания из колоний привозит просто огромное количество драгметалла. Да, это взвинчивает европейскую экономику. Но в конечном счете, куда уходят эти деньги? То есть вот, казалось бы, вот страна обладает ресурсом, ясным, понятным материальным ресурсом. Куда уходят эти деньги? На север, к тем странам, которые обладают технологиями, Нидерланды и Англия, Британия. То есть вот с точки зрения мир-системного анализа вот эти процессы очень даже неплохо объясняются. Что не та страна, которая богата ресурсами, в том числе и военными, а та страна, которая обладает передовыми технологиями и максимальной концентрацией капитала. Та на данный момент имеет преимущество и является страной ядра. Страна, которая обладает безумным количеством ресурсов, ну я дальше просто буду говорить о признаках стран ядра и признаках стран периферии, страна может обладать ресурсами, может не обладать ресурсами, но если она производит малую прибавочную стоимость, она является страной периферии. Как правило, это сырьевые страны. Ну, тоже мой любимый пример, если опять же вы вспомните наш учебник по истории Беларуси, там всегда есть раздел «Экономика такого-то века». Я обожаю этот раздел. Вот как начинается там с Полоцкого княжества, да, какого-нибудь, вру чуть позже, и по сегодняшний день посмотрите, что экспортируется. Мед, ворвань, поташ, лес, кругляк, понятное дело, и так далее. Ну вот просто обожаю. Вот с древнейших времен до наших дней это двигатель нашей экономики и так далее. Ну то есть как сразу снимается вопрос, как бы, к какому региону относится страна. То есть даже, точнее не к региону, к какому, к центру или к периферии. Да? Да. В этом смысле мир
системный анализ имеет определенное преимущество над целым рядом всевозможных цивилизационных подходов. Потому что все, это, наверное, не самое научное, но самое последнее нашумевшее, это концепция Хантингтона, да, концепция столкновений цивилизаций, он там их выделяет целую тьму. Понятно, что там основания для выделения этих цивилизаций часто очень странные, то есть это не научная работа в чистом смысле этого слова, но цивилизационный подход обычно исходит из того, что есть доминирующая страна с определенным цивилизационным типом, страна, этнос, народ и так далее, а вокруг него складывается определенный культурный регион. И эти регионы между собой каким-то образом взаимодействуют. С точки зрения мир-системного анализа, эта разбивка по регионам совершенно не обязательна. То есть можно находиться в совершенно убогом окружении, но являться страной ядра. Это, в общем-то, было с Японией в свое время. Совершенно бедный, нищий, жуткий регион, депрессивная страна в краткие сроки становится страной ядра. Обратное тоже верно, в общем-то. По большому счету, сейчас, если посмотреть на влияние, на те технологии, которые производят Великобритания, то есть если убрать ее влияние международное, то есть бывшее имперское прошлое, то вполне возможно, что это страна уже скорее к полупериферии, относится, чем к ядру. Хотя это, конечно, еще спорный вопрос. Тут я делаю логическую паузу, все могут высказаться, если у них есть желание. А Израиль? Израиль тоже страна ядра? Скорее всего, да. Просто вопрос, собственно... С точки зрения технологии, я имею в виду. Да, просто я сейчас не очень хочу устроить из себя эксперта, называть каждую страну я могу куда-то конкретно отнести и ранжировать, но если брать сам один критерий, один. да, если брать критерий по производству прибавочной стоимости, то да, безусловно. Системный анализ. В свое время еще в истории считалось, что контролирует проливы, трансконтинентальное перемещение тех же технологий, кто-то регулирует и считается лидером государства. Не буду сейчас это специфицировать, но это явно будет очень характеристика. Черта. Да, и в общем-то сейчас мы говорим о технологиях и о... Сейчас уже перемещение, оно уже, если раньше, до 19 века это было по морю, да, то сейчас надо как-то это все анализировать, там все связано с воздухом, как это сейчас пространство используется и контролируется. Англия поднялась за счет интересно. Эдуард, можно вы потом свою лекцию прочитаете? А мы обсуждаем. Да, запись и идет. тут тоже надо иметь в виду, что когда мы говорим о развитии технологий, нужно иметь в виду, что технологии в предельно широком значении этого смысла. Да? Это и военные технологии, это экономические технологии. Собственно, что производило, допустим, Генуя, Венеция, да, то есть Венеция имела торговый флот, и, в общем-то, торговля была ее технологиями. Потом центр сместился к Амстердаму, банковское дело – это тоже своего рода технология. Военные технологии – это тоже технологии. То есть, когда Британская империя могла контролировать колонии, Испания этого не смогла сделать. То есть, лучшее вооружение, лучший флот – это тоже своего рода технология. И тут Павел стал говорить о том, что контроль над пространством, сначала морским, теперь над воздушным, да, безусловно. То есть это тоже своего рода технология, да, технологизация пространства в том числе. И на разных этапах своего развития мир-система, в общем-то, основывалась на совершенно разных технологиях. И уровень этого прибавочного продукта был совершенно разный. Это тоже самое очевидно, что ту прибавочную стоимость, которую могли произвести в Римской империи, она просто несоизмерима с той прибавочной стоимостью, которую производят сейчас Соединенные Штаты, Франция, Япония и так далее. То есть приходим к циклу Кондратьева. Как называется? Вспышки, волна нового технологического прогресса, подъем, потом следующий переход, то есть падение экономики. Цикл – это только среднее время в мирсистемном анализе.
В общем-то, здесь они берут идею Броделя о том, что, в общем-то, время течет трояким образом. Да? Есть так называемое длительное время, это время цивилизаций, время больших, действительно, время цивилизационных сломов. Есть среднее время, в общем-то, описываемое кондратьевскими циклами. И есть личное время, время жизни человека, там, одного поколения и так далее. Время каких-то конкретных событий, то есть то, что в газетах, допустим, фиксируется. Да? Вот это вот единичные события. И как между собой все эти, они наслаиваются друг на друга, но как они работают до сих пор, что на самом деле до конца и вот это сейчас теория очень популярна по поводу переходов на новые технологии поколенческие. Соответственно, разрыв, который возникает цивилизационный, страны, переходящие уже на 4-5 уровень технологий, всех технологий. И одновременно страны, которые находятся там еще на 2-м уровне. То есть, соответственно, определяет их цивилизационное или положение по миросистемному анализу в неких странах аутсайдеров. Да, то есть это получается та же самая идея вот этого миросистемного анализа. Вот сейчас я очень много просто вижу материалов по поводу, когда рассматривается цивилизация, освоения технологий. Я, Эдуард, чипуку не поняла вопроса, поэтому сейчас, вы не могли как-нибудь проще, если проще, я не знаю, кто этим занимается, несколько раз встречал статьи, где пишется о том, что человечество ускоряется технологический прогресс успешными темпами, и мы сейчас переходим на 4-й уровень технологий, то есть они условное деление, это же теория. Четвертое поколение технологий, то есть это уже здесь берется технологии, уже нанотехнологии и так далее. В то время как существуют страны еще с первым типом технологий, то есть 2-м, 3-м и так далее. И соответственно, что в общем-то уровень технологий определяет вообще цивилизационное развитие как таковое. И на сегодняшний день Западная Европа это переход на 4-й уровень, например, а Беларусь находится на 2-м, что обеспечивает абсолютный конфликт в системе и разрушение вообще общей системы, потому что слишком разная скорость движения. То есть, учитывая, что на 4-м уровне технологий скорость роста технологий еще больше увеличивается, а мы уже не в состоянии за ней успеть. И мы проваливаемся, то есть остаемся на 2-м бесконечно долго. И возникает конфликт технологических разрывов. С точки зрения теории модернизации. Да? Да. Но с точки зрения мирсистемного анализа, почему на самом деле нормально. То есть Беларусь проваливается к странам периферии. То есть мы говорим, что это вообще в принципе что-то от мирсистемного анализа я начитал. Да? Наверное, я же не знаю, что читаю. Нет, вот эта ситуация с точки зрения мирсистемного анализа описывается прекрасно. Есть страны ядра, которые действительно развивают свои технологии. Есть страны периферии, под которыми мы обычно понимаем какие-нибудь там совсем бедные племена в Африке. Но это совсем не так. Полупериферия, она постоянно, это самое напряженное состояние. Страны периферии, естественно, мечтают пробиться в страны ядра и боятся упасть в страны периферии. Вот мы сейчас, в общем-то, если мы возвращаемся к нашим баранам, то мы говорим с вами о всемирной истории, правильно? Да. Если мы возвращаемся и рассматриваем всемирную историю в контексте технологий, то вопрос возникает. Мы рассматриваем вопрос истории технологий. Мы говорим о том, что технологии имеют довольно серьезное значение, но технологии, понимаем, опять же, предельно широко. Мы вот тут, Эдуард, с вами явно расходимся в этом определении. Так, значит, какие вопросы ставит перед собой, то есть мы пока поняли, да, понятие, давайте вернемся, а то было много сказано. Итак, мирсистемный анализ – это попытка по-другому рассмотреть всемирную историю. Первое. В качестве предтечи мирсистемного анализа называют марксизм, теорию зависимости и школу аналов. Я хочу еще дополнить, еще есть такая теория диффузионизма, как предшественница мирсистемного анализа. Значит, согласно теориям диффузионистов, они именно рассмотрели всемирную историю как постоянное возникновение каких-то центров, где образовывались какие-то технологии передовые. Например, в определенное время
в Китае производился порох и фарфор, и был изобретен компас и так далее. Китай, значит, становился центром всего региона и распространялся, так сказать, по Великому Шелковому пути. Да. И диффузия, значит, что они противопоставили цивилизационному подходу? Цивилизационный подход рассматривает локальные цивилизации как замкнутые системы. Они имеют свои закономерности развития, которые совершенно не присущи другим. А диффузионисты, в том числе как предшественники межсистемного подхода, они писали о том, что в разное время возникают различные центры развития технологий, затем они диффундируют по разным цивилизациям, по разным, значит, локальным образованиям. И, значит, в результате возникает различие между центром и периферией. Но центры постоянно смещаются. Вот такое смещение отчасти происходит и сейчас. В рамках, так сказать, уже межсистемного подхода. В чем оно заключается? Значит, предполагалось... Да, стоп. Лев Владимирович, вы про диффузионистский подход сказали? Да. Спасибо. Я хотел еще про современное сказать. Нет, про современный это уж я буду продолжать. Ну давай. Так, значит, про предшественников мы сказали. Так, основные понятия. Это понятие мир-система, которое эволюционирует из мини-систем к мир-экономикам и мир-империям. Единственный случай в истории, с точки зрения Wallerstein и компании, когда мир-экономика не эволюционировала в мир-империю, это европейский капитализм 18, 19 и так далее века, который в мир-империю в конечном счете не эволюционировал. Это большой исторический казус, который требует особого осмысления. А что такое тогда, объясните, во что эволюционировал обязательно? В мир-империю. А что подразумевается тогда под мир империи? Ну, до мира экономики существовали мир империи, которые объединяли целые регионы. Ну, то есть они, по сути дела... Почему Европа не подпадает? Ну, потому что она в империю в конечном счете не эволюционировала. Ну, пример мир империи, Римская империя, империя Хань в Китае, например. Да. Ассирийская империя. Потом... Вы забыли, что все дворы Европы принадлежали практически одной фамилии. Эволюционировала в империю. Единственное, что родственники между собой иногда... О чем вы говорите, Эдуард? Ну какая-то империя. Империя предполагает совершенно четкую бюрократизацию, единоначалие и так далее, четкое разделение между империей и колонией и так далее. Кроме того, военная, значит, экспансию как объединяющий фактор. Современную Европу сделал вообще Наполеон. Взял и скрипал. То есть все. Империя французская, император. Империя, конечно, но потом она рухнула. А Австро-Венгрия? Нет, вопрос не в том, что в Европе не было империи. Вопрос в том, что вся Европа не стала империей, одной, единой. Как это было в Китае? Китай же архираздробленный, в принципе, на сегодняшний день. Там же куча регионов со своими автономными традициями. Но они были объединены под властью одной императорской фамилии, да, одной династии. В Европе было 5 империй, которые беспрерывно между собой конфликтовали. Но естественно, что общей империи не было и не могло быть. Была попытка Наполеона, там Гитлера была попытка. Но вместе с тем, вопрос даже в том, что в рамках самой Европы были регионы, которые можно было отнести и к странам ядра, да, и к ядру, и к периферии. То есть всю Европу огулом. То есть империя, она, в общем-то, и является ядром, а эксплуатирует периферию. А в рамках Европы уже существовало вот это разделение. Ну, допустим, Британия – это ядро, Российская империя – это однозначная периферия. В рамках Австро-Венгерской империи то же самое. В ней в самой тоже существовало такое разделение. И, соответственно, говорить о том, что Европа стала этой самой мир-империей, просто невозможно. И вот это разделение на ядро, периферию и полупериферию, оно, конечно, принципиальнейшее. Собственно,
Какие признаки отличают страны ядра от стран периферии? Первое – это доступ к большому количеству сырья. Второе – это дешевая рабочая сила. Далее – это огромные доходы от прямых инвестиций капитала. Вот это очень важная, конечно, вещь. Это то, что появляется как бы в современной мир-системе. Поскольку, в общем-то, доступ к большому количеству сырья и дешевая рабочая сила – это довольно такие старые, устойчивые составляющие миросистемы. Рынок экспорта, четвертый, и квалифицированный профессиональный труд за счет миграции этих людей от периферии к ядру. Тоже очень важный момент. То есть вот то самое разделение труда, то есть не мировое разделение труда, как, в общем-то, принято в большинстве концепций всемирной истории, а разделение труда между ядром и периферией, и выкачивание в том числе и квалифицированного персонала, что, в общем-то, то положение, которое совершенно подтверждается эмпирически. То есть идет, и тут тоже какой важный момент, почему скорее работает именно концепция мирсистемного анализа. То есть она прогнозирует, что выкачивание квалифицированной рабочей силы идет не иерархически, то есть из периферии в полупериферию, а из полупериферии в ядро, а непосредственно сразу и из полупериферии в ядро, и из периферии в ядро. То есть напрямую, минуя полупериферию. Вот это очень важный момент. То есть, грубо говоря, квалифицированный персонал из Африки, из какого-нибудь там славного процветающего Судана, не поедет. Точнее, поедет скорее не в Арабские Эмираты, довольно сильное и процветающее государство, а в просвещенную Америку, в страну ядра или в Европу. С Израилем более сложные отношения, понятное дело. И но речь в первую очередь идет уже, обратите внимание, тут можно сказать, миграция же показывает другое, речь идет именно о квалифицированном персонале. То есть не просто о миграции, то есть, о движении больших людских масс. Внутри Европейского Союза как раз это не факт. Показана была очень интересная статистика Литва, Латвия, Эстония, которая в Евросоюзе, в Англию и в Германию оттуда огромное количество людей уехало. Так вот, самое прикольное, неквалифицированные кадры, уборщики, кто угодно, просто зарплата выше. То есть, не факт. Нет, Страны ядра, Германия, Англия выкачивают, в общем-то, любые ресурсы. То есть не обязательно высококвалифицированные. Нет, так понятно. Речь же идет о том, что они получают доступ к дешевой рабочей силе и к высококвалифицированному персоналу. Да. Вот и все. Так что это тут как раз таки никакого противоречия Для них нет. человек становится обычным ресурсом. Как это? Это так было всегда, в общем. Сводится до состояния угля. Это было всегда, и нечего тут уже делать скромные физиономии по этому поводу. Страны ядра являются наиболее экономически диверсифицированными. Вот это тоже очень важный признак стран ядра. Экономическая диверсификация. Это то, о чем у нас тоже очень любят говорить, что экономика, ориентированная на одну-две отрасли, это экономика в лучшем случае полупериферии на самом деле. То есть, когда нам рассказывают, как надо поднимать промышленность или строить тут очередную силиконовую долину и так далее, это как раз-таки принципы мышления стран полупериферии. То есть мы понимаем, что вот вроде как деньги лежат в определенной области, то есть она сейчас самая мейнстримная, мы вбрасываем туда максимальное количество ресурсов. Хрестоматийный пример, опять та же самая Коста-Рика. Довольно убогая страна до определенного времени, когда, куча всяких предпосылок, как объективных, так и чисто личностных, привели к тому, что это очень интересная страна, где Intel размещает свое производство, то есть квалифицированные рабочие, которых вырастили специально под заводы Intel. В общем-то, там была интереснейшая, на самом деле, ситуация, когда компания Intel объявила тендер на размещение заводов, Коста-Рика была вообще последней страной в этом списке. И то только потому, что очень просили, то есть они сами подали заявку, то есть они не входили даже изначально в пул рассматриваемых стран, но Коста-Рика, вы знаете, страна, которая лежит
в начале Латинской Америки, да, ну, в смысле, к Карибскому бассейну принадлежит, но для того, чтобы попасть в Аргентину и так далее, через нее как бы надо перемещаться. И только потому, что эту страну в любом случае нужно было, через нее нужно было перемещаться, то представитель Intel туда заехал. Его встретил лично президент. Ему показали все доступные точки, где можно построить заводы. Ему сказали, что университеты все будут работать на эту программу, и специалисты обязательно, то есть пока построят завод, специалистов найдут. Сначала там 3-месячные курсы, потом подрастят, то есть завезут, подрастят, сделают. Только благодаря этой личной заинтересованности, в общем-то, правительства, там были построены заводы, и сейчас это довольно такая мощная. Ну а за Intel пришло еще куча народу, которые производят, ну, аналогичные чипы. Потому что уже есть производство, уже есть специалисты, то есть есть где размещать производство. И вторая отрасль – это туризм. В первую очередь экотуризм. Очень красивая страна, регионы с нетронутой природой. И там вот такое интересное соседство. То есть с одной стороны там высокотехнологичное производство, с другой стороны нетронутая природа. Потому что туризм – это то, что тоже пользуется спросом. Но эта страна, к чему, собственно, пример, с недиверсифицированной экономикой. Как только потребление этих самых чипов пойдет на спад, страна, естественно, тут же оказывается под угрозой. И сейчас там, да, такие довольно серьезные проблемы связаны там ну, точнее, могут светить такие проблемы, как кризис перепроизводства, как кадров, так и, собственно, материальные и так далее. И они вот на данный момент озабочены вот этой проблемой диверсификации. То есть, что еще должна производить экономика для того, чтобы не бояться никаких колебаний на рынках вот этих основных производственных мощностей. Так вот, страны ядра – это страны, которые производят много всего и разного. И это их очень важный отличительный признак. То есть вот эта диверсифицированная экономика и в то же время монополизированная экономика. То есть это то производство, которое производит максимальную прибыль. Ну тут, мне кажется, еще нужно иметь в виду, что в самих значит, регионах ядра существует неравномерное развитие. Значит, одни штаты США в настоящий момент и раньше являются депрессивными и отсталыми. Они, недостатки их развития, так сказать, приводят к тому, что они оказываются на периферии. Скажем, Чикаго возьмем. Чикаго был, или Детройт. Они были самыми передовыми в 30-е, 40-е, даже 50-е годы. Сейчас это депрессивные штаты, которые фактически, значит, находятся в состоянии, значит, там промышленность вымирает и так далее. Нет, вот. Детройт банкрот официально. Да, банкрот. Вот, поэтому, значит, тут еще один момент очень важный. Это неравномерность развития. Значит, постоянно идет конкуренция и между регионами, и между странами, государствами, и между, значит, региональными образованиями в самих государствах. Так что тут нужна поправка этого межсистемного подхода, который, в общем-то, базируется на крупных регионах. А на самом деле постоянная конкуренция и борьба за инновации, борьба за модернизацию, она все время выдвигает. Вот так же произошло и с Китаем. Почему, значит, завопил Эдуард? Потому что думали, все будет в порядке. В Китае дешевая рабочая сила. Значит, мы будем, значит, США, Евросоюз, там и Канада, допустим, будем производить передовые технологии, а там, где дешевая рабочая сила, будем их перемещать на периферию. И она станет полупериферией, будет довольна, а мы будем получать максимальную прибавочную стоимость. Но так не получилось, потому что, почему вот этот взрыв развития в Китае? Потому что, значит, они забрали, переманили фактически крупные транснациональные корпорации, значит, взяли эти технологии и стали за счет... Теперь их развивают. Да, А они их стали развивать. Насчет развивают. Назовите хоть одну новую технологию, которую придумал Китай. Да, они скупили уже все Да, тех они последних... Купили, украли, Да. изобрели. Дело в том, что сейчас они забрали Nokia.
Nokia они купили на корню. Эта компания уже в Америке, в Германии и так далее. Они принадлежат китайцам. Хорошо. Немцы работают... Важно, какая бирка висит. Секундочку, Что, изначально да, но теперь немцы работают на китайцев, американцы работают на китайцев. Вы забыли, об этом говорит Лев, что это транснациональные корпорации. Транснациональная корпорация лишь один из агентов в мир-системном анализе. Наряду со странами, с национальными правительствами, которые, в общем-то... Транснациональная корпорация в каком ядре сидит? Как можно сказать, в каком ядре Почему? сидит транснациональная корпорация? Она Эдуард, это вопрос на самом деле логический, ну это нонсенс. Хорошо, что вы да, сейчас спросили. нонсенс. А вот теперь возьмем Китай скупает крупные транснациональные корпорации. Таким Да. образом вклинивается в экономику любой страны ядра. Ну, Так, даже в этом приобретает говорю. ресурсы Само собой, человеческие. Нельзя говорить, что вы слушайте, что вы Это- сами это- спросили, в каком она ядре становится сидит транснациональная просто корпорация? Ни в постпериферийной каком. страной. Потому И что всего. она одновременно расположена в периферии, полупериферии и в ядре. Но заметьте, никто управляющую компанию из стран ядра не перенесет, она там останется. Вы так считаете? Да. И налоги она платит там. Ну это принцип транснационального. Сила закона. Какие сидят, там и платят. Так а кто сливки-то, собственно, снимает? Вопрос Тоже возникает. можно до Если внутренней собственник спорить, где Китай, то производство. снимает сливки Китай. Не И обязательно. он перемещается в страну Ничего ядра. Лев, я не прав? Налоговый резидент. Вы забыли такое понятие, как налоговый резидент. Компания может быть российская, американская, какая угодно, а зарегистрирована она будет в Соединенных Штатах или на Виргинских островах и будет, соответственно, резидентом этой, налоговым резидентом этой страны. И не заплатит в бюджет США, там, России или кого ни одной копейки. Ну, в силу закона... Трамп неправомерности сегодня как раз России- проблему эту поднял и выиграл выборы на том, что он с вами не согласен. Он не согласен с тем, что из американского бюджета, из американских налогов, то есть Америка стала недополучать деньги, потому что все свалили в Китай. Да, правильно, Нет, Трамп. так С вами возможно. Трамп не согласен. Что значит со мной Трамп не согласен? Но он говорит о Я том, ничего что такого не ресурсы утверждаю. уходят из А Америки, давайте из пока стран ядра. подождем с Китаем до того момента, когда вы сможете встать и сказать, Китай изобрел iPhone. Не то, что он выкупил, или не то, что он украл, или не то, что он купил дышащую налогом расист. морду. Какая Нет, технология я- после пороха изобретена в Китае, собственно? Просто вот эти вот слова, когда до 1000, это значит 0. А вот когда вы встанете и скажете конкретную хотя бы одну, тогда мы причислим ее к ряду. Вы возьмите Хотя покупают они Википедии, много, посмотрите съезжают циклы на мировой это. экономики. Никто не говорит, что у Вопрос них не об малый этом. оборот. А Это про первое. технологию. Второе. Если будешь слушать внимательно лекцию, то 95% Nokia уже покупать в следующем году не вопросов. стоит. Лев, Потому что просьба, у вас другие весла технологии. нету. Дело в том, Весло вот по этой Стоп, и башке. Так, граждане, у меня осталось не так много времени. Я искренне думала, что мы с системным анализом сегодня быстро распрощаемся. и пойдем дальше, но, что касается стран ядра, периферии и полупериферии. Во-первых, идет жесточайшая конкуренция между странами ядра за ресурсы и периферию. Это первое. И очень важное. Соответственно, то, что нечто находится в стране ядра на данный конкретный момент, вовсе не гарантирует ей там дальнейшее пребывание. И исторический межсистемный анализ показывает, что мировой центр серьезно смещался. Вообще в Европу он пришел сравнительно поздно. Есть такое понятие в межсистемном анализе в школе аналов долгий 16 век. Это как раз время, то есть до 16 века Европа по технологиям, уровню жизни и всего остального это отсталый регион. Это мы сейчас выстраиваем свое видение, как это классный прогрессивный регион. Ничего подобного. Весьма депрессивный. Уровень жизни Китая на тот момент был достаточно, то есть выше и серьезно выше. И технологии там были, в общем и целом, более продвинутые. Но с определенного момента, сейчас просто нет времени говорить, какие тут идеи, поэтому почему так случилось, центр смещается в Европу и уже начинает ходить там. Европа никогда не была монолитом. Соответственно, мы не говорим, то есть сейчас я, конечно, собирательно говорю Европа, но сначала центр был в Средиземноморье, Венеция, потом он смещается в Амстердам, Антверпен, то есть Голландия, Бельгия, собственно, Голландия в первую очередь. Затем центр мировой уходит в Великобританию, причем, заметьте, мы говорим пока даже не о странах ядра, а о стране ядра.
То есть об одной, по сути дела, единственной стране. То есть сначала Голландия, потом Великобритания. Причем, опять же, Великобритания не британская империя, а исключительно вот этот один небольшой остров. А затем, собственно, ядро ядра уходит в Соединенные Штаты. Но вопрос-то в том, что это совершенно не конец. В этом смысле тот же Самир Амин и Джованни Ориги, да, собственно, и Гюнтер Франк говорят о том, что этот центр должен сместиться. Ну, Самир Амин говорит, что центр уйдет на восток. Там он в качестве примеров приводил, ну, не такие, понятно, свежие работы, но дядечка, ему тоже там 85 лет, поэтому тоже требует, чтобы он прям новейшими технологиями всем владел. Тоже наивно. Он говорил о Южной Корее, Японии и так далее. Но в первую очередь, то есть Япония все-таки особняком стояла, и тут нельзя не учитывать, конечно, колоссальное влияние Соединенных Штатов, то есть они как бы такое общее ядро образовали. И вот то, что мы называли азиатскими тиграми в 90-х годах, вот туда он должен уйти мировой центр. То есть вернуться к своему, в общем-то, историческому назначению. Ну а дальше тут уже сложно судить, куда двинется вся эта система дальше. Ну, когда Япония теснила Запад в робототехнике, там, в самых различных технологиях и так далее, возникала кажемость, видимость, что центр действительно смещается. На этой основе Ориги и предполагал вот это. И эти драконы, они очень быстро развивались и, собственно говоря, уже начинали вырабатывать свои технологии. А потом Япония погрузилась в многолетнюю рецессию, и это не подтвердилось. То есть она становилась центром, но не, значит... Это масонский заговор, их не пустили. Ну, не получилось у них, потому что когда начались технологические прорывы в информатике, в компьютерной технике и так далее, США вновь, значит, настолько опередили, значит, их по уровню технологий и инноваций, что Япония вошла в кризис, и ну, она продолжает определенным центром, так сказать, восточного сопроцветания, так сказать. Я по этому поводу очень интересно, я извиняюсь, напомню, да, я очень интересно читал материал американского какого-то аналитика, который вообще считает, что обратное возвращение технологий в США исключительно обеспечено тем, что было увеличено многократно финансирование армии, военных разработок. Военные разработки настолько двинули науку, и японцы, сконцентрировавшись на бытовой технике, просто не выдержали конкуренции. Это тоже имеет как фактор, как один из факторов. Но там интересно тоже были цифры. Вот. Да. Ой, ну и сегодня мы, наверное, успеем поговорить о признаках периферии. Это слабая экономическая диверсификация, мы об этом уже немножко говорили, слабые правительства, ну и здесь, соответственно, ко всему можно говорить, что да, в противоположность страны ядра имеют сильное правительство, развитую бюрократию, причем тут тоже очень важный момент, это сильные управленческие кадры, которые помогают не только в управлении собственным государством, но и в контроле над иными государствами. Потому что периферия, как мы знаем, контролируется центром, задается центром. Кроме того, страны периферии имеют относительно слабые социальные и государственные институты и имеют слабую налоговую базу. Это может быть связано как с низким уровнем населения, с малым количеством просто населения, соответственно, с небольшой налоговой базой, так с плохой собираемостью налогов. Ну, то есть это во многом связано как раз со слабостью центрального правительства. А слабая налоговая база, соответственно, плохая, слабая или отсутствующая инфраструктура. То есть страны периферии – это страны с плохой инфраструктурой. Значит, мы не страна периферии. Нет, самый главный все-таки фактор отставания – это отсутствие демократии, это безусловно. Отсутствие инфраструктуры. Нет, отсутствие демократии. Потому что по мере того, как капитализм набирает силу,
по мере того, как он обеспечивает технологические преимущества, возникает вопрос не только об экономической, но и о политической свободе. То есть рыночная экономика предполагает рынок политики. При слабой Мир инфраструктуре системный большие анализ затраты категорически, на- вот тут я буду Вот сказать, это не его- согласен с Да. этой Вот это идеей. его Ничего самый большой подобного. недостаток, потому что они не понимают, что любой регион, который претендует, в частности Китай, претендует на роль центра, не будучи демократическим, управляясь коммунистической олигархией, он может в любой момент рухнуть, потому что возникает масса конфликтов в рыночной экономике, которая может погубить все технологическое, так сказать, развитие. Аминь. Так вот, собственно, что еще собственно, важного в этом всем деле, что в отличие от теории модернизации, тем более от теории догоняющей модернизации, мир системный анализ исходит из того, что вот это разделение на ядро, периферию и полупериферию, оно неизбывно. Страны периферии, то есть периферия будет всегда. Всегда будут бедные, всегда будут убогие, всегда будут те, кто производит только ресурсы. И всегда будут страны, сообщества, неважно как это называется, которые будут эксплуатировать. Рынок задает разделение труда, а капитализм направлен на то, чтобы этот самый рынок задушить. Капитализм интересует только концентрация капитала, а максимальную концентрацию капитала можно получить только на максимально высоких спекулятивных ценах. Правильно? То есть капитализм... Это совершенно химерическая теория. Потому что, да, почему? Потому что именно капитализм, Наибольшую прибыль можно извлечь там, где нет конкуренции. Это очевидно, в общем. безусловно, но... И, собственно, капитал стремится к тому, за счет слияния и поглощения, стремится к тому, чтобы конкурентов было как можно меньше. Дело в том, что как раз в условиях капитализма, развитого капитализма, происходит следующее. Каждая фирма, каждая корпорация, она стремится к монополии. Но в условиях рыночной экономики она не может достигнуть... Она не может достигнуть это такая же монополии, потому химера, что как даже, и все остальное. даже в борьбе за... Где существует рыночная экономика в чистом виде? Да. Нигде. Ее Даже не существовало и в не будет. условиях борьбы Лев Владимирович, мы крупных сегодня транснациональных, изучаем подождите, мировую... значит, даже в условиях борьбы крупных транснациональных корпораций возникает, и это признано в экономической науке, А вы про экономию или про историю? Олигополия. Вы посмотрите, как... Так, Лев Владимирович, дайте закончить историю. преподавателю. У Вы нас время посмотрите, вышло. какая существует острая конкуренция между корпорациями, транснациональными корпорациями. Они готовы съесть друг друга. Ну, все правильно, чтобы остаться одному, извлечь Да, максимальный но они не выгод. могут остаться одни. Не могут, потому что везде возникают новые центры. Нет. В тех же самых Соединенных Штатах. Борьба корпораций приводит к их острейшей конкуренции. Это далеко не всегда так, но мы пока не Это будем об всегда этом. Итак, значит, еще одним отличием стран периферии является слабый рабочий класс и преобладание крестьянства. Ну и по этому показателю мы, конечно, относимся к полупериферии, с чем я вас, собственно, и поздравляю. На сегодня предлагаю заканчивать, силы мои на исходе. О межсистемном анализе окончательно договорим в следующий раз. Спасибо. Если есть вопросы, то в частном порядке.